Школа, университет, ординатура, аспирантура. Будущие врачи не устают пополнять свой багаж знаний, чтобы, дав клятву Гиппократа, с уверенностью спасать человеческие жизни. А сегодня за моей спиной порядка 40 человек, ожидающих вердикта приемной комиссии. Идет распределение целевых мест в ординатуру. Волнующиеся выпускники и не менее переживающие родители заполняют коридоры Министерства здравоохранения. Отучившись в лучших вузах страны, студенты надеются продолжить обучение и получить звание врача высшей квалификации. Фатима с детства мечтала лечить людей и на отлично закончила медицинский вуз. Я закончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, поступая по специальности акушерской гинекологии. С самого начала обучения очень хотелось именно эту специальность. Именно, не знаю, как в душе лежит именно к этой специальности. Ежегодно республике выделяется определенное количество целевых мест ведущими вузами страны. Нынешние врачи общего профиля стремятся стать специалистами и пройти аккредитацию. Для этого необходимо отучиться еще 2 года. Для подачи заявки им нет необходимости собирать новый пакет документов. Достаточно ксерокопии паспорта и диплома. А распределяет места специально созданная комиссия. В этом году по целевому набору выделено после дипломных это 80 мест в ординатуру во все вузы Российской Федерации. Это и Москва, и Санкт-Петербург, Ставрополь, Ростов, это Самара, Саратов, Казань. Практически все города, с которыми у нас имеется договор и где у нас проходят обучение наши студенты. Также мы получили 154 места целевых специалитета. Это поступление в высшее учебное заведение. То же самое во все практически вузы Российской Федерации. Контроль и четкое адресное распределение будущих специалистов способствует не только уменьшению дефицита кадров на местах, но и представляет гарантию рабочего места будущим медицинским работникам. А в этом году еще и ввели изменения, упрощающие аккредитацию. Надо отметить, что именно по педиатрии места в ординатуру были в этом году несколько ограничены в связи с введением новых форм образовательных стандартов. Сейчас после мединститута студенты выпускаются с аккредитацией и с сертификацией. Соответственно, они могут уже идти работать, и учитывая, что нехватка кадров именно педиатрического профиля, они могут сразу же идти работать на рабочие места. Но не каждый выпускник смог сегодня приехать и сдать заявку на дальнейшее обучение. Дочь Лизы сдает государственный экзамен в Москве, и очередь за нее отстаивает мама. У меня девочка заканчивает Московский медико-стоматологический с отличием, то есть краснодипломница. И вот мы целевик, то есть мы поступали по целевому месту, и сегодня претендуем тоже на целевое место. Заседает комиссия, все проходило довольно-таки прозрачно, справедливо, я скажу. Нам дали целевое место в тот же вуз, который мы заканчиваем. И вот наступает долгожданный момент. Комиссия решает дальнейшую судьбу молодого специалиста. Красный диплом. Куда хочешь? Куда хочешь? Акушерский куда? Город. Есть Москва акушерской гинекологии? Фатима отправляется в желанный вуз. Но желающих много, а мест на всех не хватает. С такой проблемой сталкивается и Захида, давно мечтающая стать кардиологом. И учитывая ее успехи в учебе и целеустремленность на собеседовании, министр здравоохранения предлагает девушке возможность сразу выйти на работу. Мне очень приятно, что Мария Михайловна предложила мне работу здесь сразу после сдачи аккредитации, так как мест в ординатуре у нас не было как кардиолога. Я очень рада. Помимо мест в ординатуру, выпускникам общеобразовательных учреждений также предоставлены целевые места в ведущие медицинские вузы страны, прием заявок на которые продлится до 15 июля. Ева Ужахова, Адам Далаков, Новости 24.